Руслан, вот ты помнишь, 2 месяца назад, когда мы делали первую передачу по коронавирусу, мы как раз говорили об этом, вот о геройстве и трусости. Не, помню хорошо, да, как раз вот то, что вот в этих чрезвычайных условиях, да, каждый покажет свое настоящее лицо. И государство в целом, ну и каждый в отдельности. И, в принципе, так оно и получилось. Ну, а с другой стороны, разве государство не обязано помогать своим гражданам, возвращать туристов, вахтовиков из зоны вспышки вируса, раздавать продукты тем, кто не может их купить? Слушай, ну вот Какие опять, могут быть особые благодарности? Государство, вот для сравнения, да, вот каждый родитель должен заботиться о своих детях, так? Да? Но ведь не в каждой семье это получается одинаково хорошо, согласись? И вот государство, какое бы оно ни было прекрасное, а оно у нас далеко не идеальное, ну вот оно не может до всего дотянуться, потому что нельзя объять необъятное, невозможно. И вот лично для меня такая самая приятная неожиданность всей этой вот катавасии, да, что до сих пор в наше циничное время есть люди, которые готовы бескорыстно помогать другим. Нет, это хорошо, конечно. Разве это плохо? С этим трудно спорить, но есть ведь и критический взгляд. Есть те люди, которые говорят о том, что все это волонтерство, сплошной пиар и показуха. Слушай, ну такая категория всегда есть, они всегда всем недовольны, но при этом сами палец о палец не ударят, да и свою задницу с дивана не поднимут, чтобы кому-то помочь. Ну, я бы сказал, как они называются. На самом деле, давай сегодня поговорим об этом, вот на эту тему. Своих не бросаем. Давай это обсудим. Свои – это кто? Я не думаю, что туристы чем-то отличаются от вахтовиков. А тот, кто тащит из республики, тот крыса и не свой. Находясь внутри, много чего увидели. Мама заплакала, я заплакала вместе с ней. Для нас, для всех, все это впервые. Передо мной бабушка упала на колени. Чё-шки, внимание надо, мы старики-то уже. Люди очень бескорыстно вообще все это делали. Когда в Якутии вахтовики чаиндинского месторождения выразили возмущение тем, как их закрыли на карантин, многим казалось, что это очень далеко и к Башкирии прямого отношения не имеет. Но вскоре стало понятно, что это не так, ведь там трудились сотни наших вахтовиков. Если точнее говорить, то 1800. Башкортостан стал первым регионом, который откликнулся на просьбу о возвращении наших земляков на родину. Как это было и как еще в республике помогают своим, давайте посмотрим сюжет и обсудим. Форточку откроют, проветри, даже ключ не дают. По 6, по 12 рыл в комнате. Это видео стихийного митинга вахтовиков чаиндинского месторождения в Якутии, недовольных тем, в каких условиях их закрыли на карантин. В их числе оказались и 1800 наших земляков. В Башкирии оперативно приняли решение о вывозе вахтовиков на родину. Мы даже не задумываясь, мы их всех, конечно, возьмем. Это наши братья, это наши все дорогие наши жители Башкортостана. Но это большой объем работы. Первые 400 вахтовиков приняли в санатории «Березки» в Абзелиловском районе. Их привезли в обсерватор на автобусах 3-4 мая. И они уже провели тут положенные 2 недели самоизоляции. Ребята в восторге. Мы видели, как семьи, жены с детьми приезжали встречать своих мужей, отцов. Надо сказать, что это в какой-то степени даже трогательные такие моменты. В Уфимском спортивном комплексе «Биатлон» поселили более сотни наших земляков. Сюда они прибыли 7 мая. Нам удалось попасть на территорию обсерватора. Сейчас мы находимся в спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон», в так называемой чистой зоне, а прямо за этой дверью находится уже красная зона. Туда, кроме персонала и медицинских работников, никуда не пускают. Но вот нашей съемочной группе сделали небольшое исключение на короткий промежуток времени для того, чтобы узнать и показать, как живут вахтовики. Из прибывших в обсерватор 5 человек с подозрением на коронавирус увезли в ковид-госпитали. Сейчас здесь находится 108 вахтовиков. Все размещены в комфортабельных номерах. Из развлечений телевизор и интернет. Кормят работяг 3 раза в день. Еда привозная. Ее разносят по комнатам персонал. Мы питаемся абсолютно тем же, чем наши постояльцы. Каша, макароны с мясом сегодня будут, вареная свекла, помидоры, огурцы и суп сегодня овощной. Многие вахтовики работали на чаиндинском руднике 3 месяца. За это время, конечно, соскучились по родным и близким. Каждый день читаем. Уже на следующий четверг ждем уже. Соскучились? Конечно, соскучились. 3 месяца уже не виделись мы. Своих не бросаем. Такая фраза не раз звучала, когда речь шла и о наших туристах, которые в период пандемии коронавируса застряли в разных странах.
Своих мы не только здесь не бросаем, но, слава богу, наши земляки в других местах работают, которые активно подключаются, активно помогают нашим землякам там и нашим землякам, которые здесь, то есть нам, организовывать работу. Это тоже есть. Туристов, как и вахтовиков, также обязали 2 недели провести на карантине. За счет бюджета организовали питание и проживание. Радиоведущий Борис Быстров пробыл в Гоа пару месяцев, прежде чем попасть домой. Его поселили в уфимском санатории «Радуга». Немцев вывозили бесплатно, а англичан вывозили за деньги. Израильтяне своих тоже за деньги вывозили, причем за большие. Наши еще относительно дешево вывезли по 400 евро на человека. Израильтяне к себе улетали за 1500. В период пандемии многим понадобилась помощь. Неравнодушные уфимцы, волонтеры и общественники стали раздавать продуктовые наборы семьям с низким достатком, а также многодетным и пенсионерам. При помощи предпринимателей районов при финансовой поддержке прошли более 120 ветеранов Великой Отечественной войны и узников концлагерей. Около 100 ветеранов получили продуктовые наборы. И вахтовики, и туристы, и пенсионеры на себе ощутили, как слова «своих не бросаем» из красивого лозунга превращаются в добрые дела и поступки. Это очень даже нам все-таки внимание надо. Мы старики-то уже... Не секрет, что в кризисные времена проявляются лучшие качества людей. Кто-то, не раздумывая, идет спасать жизни пациентов в ковид-госпитале, кто-то собирает помощь для тех, кто в ней нуждается. Что двигает людьми в такие моменты? Как в республике воплощается известный лозунг «своих не бросаем»? Кого считать своими и каких усилий в новой коронавирусной стоит государству и волонтерам помогать этим самым своим, которые оказались в трудной ситуации? И зачем нужны добровольцы, если есть специально предназначенные для этого государственные люди? Много ли в нашем регионе нуждающихся в этой помощи и на кого они могут рассчитывать? Эти и другие важные вопросы мы с Алсу Сликаевой обсуждаем сегодня в студии программы «Честно говоря» с нашими гостями. Итак, журналист Лилия Клюковская, Рустем Ахмадинуров, вице-спикер Курултая Госсобрания Республики Башкортостан, руководитель исполкома регионального отделения «Единой России». Шамиль Валеев не просто публицист, а сопредседатель регионального штаба ОНФ, и Ольга Панчихина, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан. Здравствуйте, уважаемые гости, спасибо, что пришли. Рустем, ну, во-первых, с выздоровлением и с возвращением в строй. Мы действительно искренне за это рады. Во-вторых, вот понятный лозунг, да, «своих не бросаем». Свои – это кто? Вот кого мы имеем в виду под своими? Но свои у нас – это жители республики, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это те люди, которые у нас оказались за границей, оказались, я не знаю, на вахте и не могли приехать сюда. Это те люди, которые просто оказались без дохода и без возможности прокормить свою семью. Своими, Шамиль, мы считаем жителей Башкортостана, да? Я думаю, что у нас большая когорта людей за пределами республики, которые желают добра республике, которые видят ее прекрасное будущее и которые своим трудом и талантом или прославляют, или какой-то ресурс в республику вкладывают для того, чтобы она развивалась. Вот это свои, независимо от нынешней территориальной принадлежности и независимо от того, от этнических и других каких-то признаков. Вот. Тот, кто желает республике добра и верит в ее светлое будущее. А тот, кто тащит из республики, зарабатывая здесь и вкладывая где-то там, тот крыса и не свой. Рустем Маратович, тем, кого помогали волонтеры во время апреля-мая, да, попадались ли те не граждане России? То есть было ли такое, попадались, что можно было помогать? Даже сейчас в Красновоздвиженском храме 103 человека в одном, и в другом храме 150 человек, которые нуждаются в помощи. Там есть и инвалиды, и многодетные, и одинокие мамы, и там очень много людей, которые не граждане. Но мы им тоже помогаем. Ольга, скажите, пожалуйста, вот за последние 2 месяца, за время активных занятий благотворительностью, оказания этой помощи, что для вас стало, что ли, неожиданностью? Приятной или не обязательно приятной?
Ну, приятно, наверное, что очень много уфимцев откликнулись и стали в ряды волонтеров. Это было неожиданно? Это неожиданно. Потому что, в последнее время все-таки как-то крен волонтерства был смещен в молодежную политику. На сегодня я могу сказать, что это только молодежь. Но на сегодня, вот когда рядом с нами были люди совершенно разные, начиная от 18, заканчивая практически к 60, и в основном где-то было больше даже взрослое население, возраст 35 и старше. Притом они приходили вот каждый день помогать, как на работу, с утра до вечера. Главная задача была, то есть помочь обеспечить питание, потому что они работали, это работа. Поэтому я очень рада, что столько новых людей влилось вот в это большое движение волонтерства помощи. Другое отношение пошло совершенно к людям, нуждающимся в помощи. И когда они приезжали, каждый раз, заходя, говорили, разве так, то есть, мы не знали, что такие есть ситуации, что так живут люди. А какие-то неприятные были моменты? Были ситуации, когда люди обращались за помощью, а там не так все, скажем, печально, как в то же время есть... Просто они воспользовались такой ситуацией. Например, какие? Давайте проиллюстрируем. Давайте я расскажу. Волонтеры-медики принесли молодому человеку еду, которому явно не 65 лет, а 35. Вот, он их кинул, не отдал деньги, которые, они же как доставка. Вот, 500 рублей, где-то что-то прохвастался и, растворился. Вот в Кушнаенковском районе, допустим, звонила девушка Света. Она звонит на наш колл-центр и говорит, я одинокая мама, 3 детей, привезите нам помощь. Наши работники колл-центра, они еще и психологи. Голос очень такой веселый, когда спрашивают, что случилось, почему. Без работы оказалось и ничего внятно не объясняет. А мы проверяем это через центр «Семья» и через сельсоветы и домкомы. Выясняем, что это вообще не Света, Эльвира. Ей уже 2 раза оказали помощь. Мы просто перезвонили и сказали, что помощь вам больше не придет. Очень много споров вызывала и продолжает вызывать тема туристов-возвращенцев, которых за счет государства пришлось возвращать из мест отдыха, из Таиланда, из Гоа, из разных других мест. Вот мы поговорили с несколькими известными людьми, которые высказали свое мнение по этому поводу. Надо или не надо было их возвращать? Давайте посмотрим. Многие туристы понимают, если они не поедут за рубеж, они могут потерять и поездку, могут потерять и деньги. Никто им не возместит этих расходов. Они очень поступили легкомысленно, скажу сразу откровенно, непродуманно, потому что они рисковали своим здоровьем всех своих близких и жителей республики при возвращении домой. Как поступать с этими легкомысленными людьми? По действующему положению взыскать с них ущерб, но очень проблематично. Необходимо страховать эти риски, то есть прописывать в договорах туристического продукта именно вот этот момент страхования. Да, путевка будет дороже, но по возвращению домой все бюджетные траты бизнеса, многие обсерваторы, это частные организации, будут возмещаться за счет страховых компаний. Конечно, это тяжело, и они действительно мучаются. И я помню, что там многие, мои подписчики мне часто очень писали, и другие подписчики. Я просто видел, что у них действительно не было воды, еды не хватало, они лежали вот в этих дурацких железных скамейках в терминалах и так далее, и так далее. Конечно, вот эти случаи надо брать сразу на учет. А остальные, вот таких вот гуляй рубаха парни, вот таких ребят, которые вот как мои друзья, вот некоторые есть, которые радуются тому, что они застряли в Куала-Лумпуре и не собираются возвратить там. Очень много наших сейчас вот башкирских граждан, российских граждан своих там очень много. Зачем их возвращать? Если ему там в Катаре лучше, вот там и сидит в Катаре. Даже как бы. А где у нас свобода гражданская? Она досталась, да не девалась. А вот туристы входят в категорию своих, которых не надо бросать при любом раскладе? Конечно. Даже если они сами, по собственной воле, когда уже была объявлена пандемия, совершенно легкомысленно улетели. В конце марта, допустим. Лид, что с ними? Как? Во-первых, давайте начнем с того, что они улетели не на своих собственных крыльях, а их кто-то туда отвез. То есть тот, кто отвозил,
перевозчик имел тоже такое же чувство ответственности, должен был, по крайней мере, иметь. Это первое. Второе, билеты все-таки у людей были туда и обратно. Следовательно, они уже понесли какие-то траты. И я думаю, что здесь как на каком-то государственном бизнес-уровне должны были определяться те затраты, которые они уже понесли на обратную дорогу, и таким образом возмещать расходы государства на возвращение их. Я не думаю, что туристы чем-то отличаются от вахтовиков. Да, конечно, вахтовики ехали на работу, эти ехали на отдых, но говорить о том, что они легкомысленны, нельзя их всех под одну гребенку, вот, потому что... В большей части об их собственной ответственности, может быть. Некоторые уезжали на зимовку, Руслан, согласись. Некоторые уезжали на зимовку, когда мы о коронавирусе даже и слышать не слышали. Согласен. Вот. У меня есть знакомые студенты, которые уехали туда на соревнования в Таиланд, на какие-то там, не знаю, боевые искусства, и до сих пор там находятся, потому что их Башкирия не забирает, ну, как бы они уже студенты китайских вузов, а Китай не забирает, но тоже по определенным причинам. Кстати, тоже наши граждане, ребята, ну, вот есть такая ситуация. Поэтому говорить о том, что это легкомысленно, ну да, конечно, в какой-то мере это проявление легкомыслия в отношении детей. Я приведу пример. Конец марта, вот, и еще были рейсы в Эмираты, последние или в Таиланд. И мы спрашивали у этих людей, когда уже было понятно, что проблема с пандемией, она всемирная. Куда вы летите? У вас же будут проблемы. И они нам простым русским доступным языком говорили, нам плевать. И ведь если государство берет на себя ответственность и говорит, что сейчас у нас объявлена пандемия, а пандемия была объявлена 11 марта, то нужно было как-то уже тогда закрывать границы и вот запрещать, потому что в итоге люди платят деньги, они несут большие потери в виде там 100-200 тысяч, да, которые им никто не возместит. Для меня это начало военных действий. Если там бомбят, значит поезда туда не идут. Вот для меня это такая ситуация. Если даже туда идут поезда, то, ну, если на улице холодно, надо носить шапку. А бабушка может говорить об этом, может не говорить. Даже если ты заплатил за путевку, зачем ехать туда, где бомбят? Ты же можешь потерять не только деньги, но и голову там же сложить. Это очень трудно осознать. Вот этот момент как бы осознания вхождения в пандемическую ситуацию был, ну, очень трудный ментально. Мы в жизни такого... До конца никто не Вот я хочу сказать, что мы здесь сегодня собрались как раз для того, чтобы проговорить вот эти вот моменты, потому что для нас, для всех все это впервые. И, естественно, вот эти вот вопросы, которые появляются в интернете, да, и возмущения, и критические взгляды, и тех, и других можно понять. Так вот, мы как раз и говорим об этом для того, чтобы выбрать эту правильную позицию. Алсу, мне кажется, вот сейчас уже многие знают о пандемии, но вот я не удивлюсь, если летом народ все равно помчится куда-нибудь на море. Обязательно будут те, которые поедут, потому что будут говорить, а ребенку нужно море. У нас есть еще одно видео, давайте посмотрим, как волонтеры говорят сами о себе. Наверное, в этом есть какая-то польза. Семьи же получили эти продукты, то есть это возможность жить дальше. Поэтому, ну, я думаю, что это все равно польза. У меня есть ребята, которые тоже такие, о, может быть, я тоже могу, и я понимаю, что, блин, ребята, это должно быть, ну, реально искренне, и это должно быть постоянно. То есть ты начинаешь что-то делать, и все, это как зубы почистить. На самом деле, это очень приятно, когда ты что-то делаешь и получаешь в ответ какую-то радость, какую-то благодарность. Мы для себя знаем, что мы это делаем не для показухи, не для какой-то там благодарности или еще чего-то. Мы делаем это для того, чтобы, ну вот, потому что как бы душа требует, скажем так. Вот. А что подумают люди, ну мы не можем отвечать за всех, кто что будет думать. Было такое, когда пришлось так слезу пустить. Я отвозила продукты ребенку с тяжелым заболеванием, и мама заплакала. Мама заплакала, я заплакала вместе с ней. Такого не было никогда, и я просто не сдержалась. Ольга, скажите, но волонтерство, это же понятно, что на каких-то своих ощущениях там можно там 2-3 дня, да, пробыть на эмоциях, там, на этих благодарностях, но это все равно большой труд. Ну, то есть вот расскажите немного о самой вот волонтерской такой работе. Сколько мы работали с волонтерами за эти 2 месяца, большое количество совершенно разных. И это было, наверное, если посмотреть в количественном, это порядка 100 человек. Все равно
больше половина точно дошла с нами до конца. Наверное, еще была такая спайка, сейчас всего волонтеры, еще НКОшники. Мы как-то так, некоммерческие организации стали тоже самыми, наверное, большими волонтерами. Все социальные службы, которые по домам ходили, это же все сотрудники некоммерческих организаций. Мы обратились, когда нам нужны стали списки с детишками-инвалидами, чтобы вот как-то привести в порядок, мы обратились ко всем некоммерческим организациям, которые занимаются детишками-инвалидами. И здесь тоже вот постарались, как говорится, навести порядок все вместе. А это вот по Уфе это порядка 15 организаций. То есть Ольга, это помогло вам с ними вообще вот сконтачиться, так сказать. Ольга, продолжение будет? Будет, конечно, однозначно. Во-первых, какой-то вот, я имею в виду, что вся эта ситуация, вся эта катавасия, да, какой-то толчок общественному движению искреннему, добровольному дала? Да. У нас одна волонтер, Вера, акробатка, мастер спорта. Она небольшая, то есть приезжает и говорит, передо мной бабушка упала на колени, говоря спасибо. Она стоит, плачет, говорит, я не знаю, что делать было в этой ситуации. Я говорю, Вер, ну, обнять нельзя, ну, сказать, все хорошо, все это. Ну, то есть вот ситуации разные. И ребята, и взрослые поняли, что все равно мы можем объединяться, и нужно дальше продолжить эту работу. Ну, вот как раз вопрос про дальше. Да. Рустам Маратович, какие сделали нужно проанализировать выводы, проанализировали уже? Но мы вот уже решили, что будем если вот проект... осенью произойдет такая же ситуация. Мы будем проект «Наша забота» продолжать. Причем даже если он завершится, просто масштабы будут меньше, но мы будем продолжать этот проект. У нас, в принципе, вот колл-центр поступило где-то порядка 73 тысяч звонков. Мы, наверное, его все-таки сохраним. И людям, которым... Вот, понимаете, в принципе, у нас было... Ну, процентов, наверное, 15 там, людей, которые жили ниже прожиточного минимума там, по статистике. Да? Сегодня их процентов 30 стало. Я думаю, будет больше. И, конечно, вот, даже цифры. Вот из этой ситуации мы будем выходить не так быстро. И мы считаем, что этот проект нужно продолжать. И тем, кому совсем сложно, причем мы оказываем не категориальную помощь, не просто вот пожилым, не просто малоимущим семьям, у которых есть бумажка, что она там многодетная или малоимущая, а просто оказываем помощь адресно тем людям, которые нам звонят, говорят причину, а мы потом проверяем и оказываем эту помощь. Вот в этой ситуации молодежь, она тоже немножко разделилась. Кто-то пошли на доставку продуктов и очень хорошо зарабатывали. Я знаю, что там порядком 40 тысяч в неделю можно зарабатывать, например, по доставке еды. А кто-то шел бесплатно волонтеры. И мне бы очень хотелось, чтобы вот раз мы своих не бросаем, чтобы в сентябре вот эти студенты, особенно те, которые учатся на платных факультетах, хотя бы могли получить отсрочку по стоимости обучения. Потому что наверняка либо родители платят, либо у самих недостаточно денег было за лето заработать. Поэтому, мне кажется, если мы уж не бросаем своих, то не бросаем и тех, кто оказался, скажем так, в этой ситуации и помогал другим. Не забудьте и о студентах. Ну вот понятно, да, волонтерское течение, собрали волонтеров, закрыли вопрос в кризис, потушили пожар, да, но а что потом? Куда, во-первых, всех этих волонтеров, да, что будет, если все это вернется осенью, слушай, вся эта ситуация? Вот, да, независимо от того, будет вторая волна или не будет, да, скорее всего будет, очень важный момент, который давай обязательно обсудим потом во второй части, да, какие выводы, анализ и уроки надо сделать после всего случившегося, какие меры были приняты вовремя, какие не были вовремя, что нужно было сделать так или не так. Вот об этом надо обязательно очень важно, да. В эфире БСТ, программа «Честно говоря», и наш выпуск называется «Своих не бросаем». Пандемия пандемии, но в нашей стране были, есть и будут те категории людей, кому помощь требуется всегда. Социально незащищенные слои населения. Под такую официальную категорию попадают инвалиды, одинокие пожилые люди, а также многодетные семьи. Истории из жизни в нашем материале. Продукты самые простые, вещи БУ, но в хорошем состоянии, велосипед. Эту помощь от неравнодушных Катя несет очередной многодетной маме, которой временно стало трудно справляться. Ее заставляли отказаться от ребенка. Ну, то есть рождение дочки не хотел ни свекровь ее бывшая, ни остальные родственники. Свекровь ей поставила условие, что если она родит, чтобы ни на какую помощь от нее не рассчитывали.
У Олеси Шумковой 4 детей, младший 2, старшему 9. Отец периодически помогает. Благотворительным подарком рада, но важнее вопрос жилья. Вот уже 10 дней, как отключили воду. Совсем. Семья живет вот в этом расселенном доме на Чернышевского с окнами, выходящими на модное место «Арт-квадрат». А где вы воду берете? Вот в соседнем доме, кстати, есть. Там беру, покупаем. Квартиру дали как дворнику на время в ЖЭО без каких-либо прав. Минимум удобств, печное отопление и гигиена в тазике на кухне. Кто в ЖЭО работают, вот дворники, уборщицы. И вот когда дом под расселение, то есть собственники, они же ключи сдают в ЖЭО, в контору. И вот как бы вот кто очень сильно нуждается в жилье, они предоставляют временно. Ну пока, в смысле, дом не снесут. Олеся просит Катю помочь снять нормальное жилье, помочь деньгами, хотя бы на первое время. Катя, конечно, поможет, объявит в соцсетях сбор, расскажет, как Олесю уговаривали родственники оставить детей в детдоме, и как она бьется из последних сил, и как она их любит. У нас не так много именно вот таких вот кризисных мам, которые там родили вопреки вообще всему финансовому состоянию, здравому смыслу и так далее. Чаще всего обращаются просто обычные многодетные мамы, которые, в общем-то, жили нормально, у них нормальная была финансовая ситуация, но просто что-то в жизни случилось. У Кати самой дома в съемной квартире 4 детей. Муж, мама. Вот уже 8 лет они вместе с ней переживают за каждого подопечного. Были такие моменты, конечно, какие-то выгорания, когда я просто удаляла все соцсети из телефона и не заходила неделю. Но потом мне начинали обрывать телефон: Катя, куда ты делась, что случилось, и опять возвращалась. Полгода назад сбылась Катина мечта. Волонтерство стало профессией. Екатерина Лебедева создала благотворительный фонд «Два крыла». У него маленькое помещение, где с трудом помещаются вещи, принесенные в дар. Небольшой пул волонтеров и их огромное желание помогать. Я считаю, что волонтерская помощь может дополнять исполнение государственных функций, но ни в коем случае не подменять. Если мы все возложим на волонтеров, государство, мягко говоря, расслабится и вообще забыть о каких-то своих обязанностях. Еще раз хочу сказать, что мы все вправе требовать у государства максимального удовлетворения жизненных потребностей. Очень много было голосов, и они остаются, и их действительно много, особенно в соцсетях, что для чего мы государству платим налоги? Пусть государство занимается оказанием социальной помощи и обеспечением. Почему государство какие-то свои дыры закрывает добровольцами? Вот что по этому поводу можно сказать? Ну, я полагаю, что население, оно вот в этой ситуации выявила в себе как негативное, как положительное, вот то, что рассказывают наши коллеги. Да, так и негативные стороны. На мой взгляд, вообще русскому человеку, я имею в виду не по национальности, а российскому гражданину, оно свойственно вот оказание помощи. Наша с вами коллега, если помните, из киностудии «Башкортостан» Елена Юшкова, она в этот период оказалась в Бельгии. Оказалась без работы, просто уехала туда по каким-то своим делам, выехать обратно в Россию не смогла. И я была очень удивлена, по-хорошему удивлена. Она просто поехала в волонтерский центр, попросила у них марлю, попросила у них швейную машинку и шила порядком 60 халатов бесплатно, просто находясь, ну, скажем так, в гостях. Мои соседи по микрорайону, я очень часто вижу соседские чаты, когда они говорят: у кого есть нитки, вот у меня кончились, я маски шью. Подобное проявление доброты свойственно нашему человеку, но также свойственно, к сожалению, и осуждение тех, кто приносит просто добро в этот мир. Посмотрите, что у нас творится в социальных сетях. Мы осуждаем тех, кто чем-то кому-то помог. Мы считаем это проявлением некой рекламы, собственного пиара, своей Ну а что, вы хотите сказать, что кто-то не рекламировался на этом? Неоднократно обращались за этот период различные бизнесмены с просьбой отразить, например, у меня в постах, либо в телеграм-каналах о том, что они доносили, приносили, куда-то отвозили, я не знаю, технику, какие-либо бэушные планшеты. И когда задаешь вопрос: а зачем тебе это нужно отразить? Они говорят: ну, вот мы же оказали помощь, мы хотим, чтобы об этом знали другие. Вот в таких моментах, конечно, ты немножко с осуждением относишься и говоришь о том, что: слушай, дорогой мой, давай так, вирус еще не закончился, еще неизвестно, кто в этой ситуации окажется победителем, и поэтому доживем до конца этого периода, а уже потом будем хвалиться, кто, сколько, чем, как помог. Ну вот вы как считаете, вот эта коронавирус, да, будем так ее называть, это все-таки форс-мажор, это чрезвычайные условия. Настоящее лицо людей насколько проявилось вот в этих условиях? Люди очень бескорыстно вообще все это делали. Вот у нас была оказана помощь вообще порядка
216 тысяч человек получило помощь по всей республике. Это и ОНФ, и Единая Россия, и наши центры, наши заботы в районах и городах. Так вот, ну, просто считанное количество людей вообще выражали какую-то какую-то агрессию или где-то какое-то, ну там может быть процентов 5. Почему-то это все происходит в соцсетях на самом деле. Да, ну вот на это обращают внимание. Но люди заряжаются. Я сам ходил несколько раз. Вот бабушке, которой 92 года, на Российской, которая там сын всегда привозил продукты на месяц, но он сейчас на вахте там застрял в Самаре и не мог приехать к ней привезти продукты. Тоже, кстати, за деньги. Она, как доставка ОНФ. Она... Вот таких людей, которые ты с ними пообщаешься, и получая от них вот эту благодарность, я думаю, эти волонтеры заряжались. У нас с Белого дома ездили огромное количество людей. У нас весь исполком. Мы бросили всю партийную работу. Они же делали это бесплатно? Они все делали это бесплатно. Ну, вот как раз в соцсетях говорят, что делали они это ради пиара. Ну, извините, у них зарплата, в принципе-то, никуда не делась. Просто они занимались дополнительной работой. Спасибо. Давайте посмотрим еще один материал. Уфимский хоспис сегодня, наверное, самый долгожданный и необходимый проект в республике. Но, к сожалению, без благотворительных средств и волонтерской помощи он не откроет свои двери. О том, какая сегодня работа у его сотрудников, чем им можно помочь, расскажем в сюжете. Пусть стен уфимского хосписа пока нет, но есть уже сотрудники и волонтеры. Весь апрель и май они доставляли подопечным продукты. Эта команда еще не раз скажет: хоспис не место, где умирают. Хоспис – это люди, которые облегчают смертельно больным жизнь. А в какое оборудование нуждаетесь? Ну, например, медицинская кровать, электроотсос. То, что постоянно... У вас отсоса нет? Нету. 18? На 18 есть, по ИПР сделали, но сказали, что нету. Ну, кровать типа обещали. Многофункциональная. Да. По последним данным, в республике паллиативная помощь требуется 680 детям и около 20 тысячам взрослых. Во многих больницах республики есть специальные службы, но их все равно не хватает. Есть служба в районе, понятное дело, что там не хватает, скажем, какого-то медицинского оборудования для пациента на дому. Вот эту функцию мы можем взять на себя, поддержать таким образом. Также мы очень рассчитываем на то, что мы сможем обучать медиков. В России строительство хосписа не входит в бюджет обязательного медицинского страхования. Решение этого жизненно важного вопроса передано на усмотрение местных властей и благотворителей. В Уфе ответа ждали долго. Здесь такую решающую роль сыграло такое волевое решение главы нашего региона. И, то есть он поставил точку в этом истории и сказал хоспису быть. И, конечно же, я ему за это очень-очень благодарна. Ирина Лобаева с необычной профессией фандрайзер – это тот, кто отвечает за сбор пожертвований, вдохновленно перелистывает проект здания Уфимского хосписа. Одноэтажный, с яркой детской площадкой на 60 мест – это будет самый большой хоспис в России. Хоть это медицинское учреждение, но мы хотим его создавать по подобию какой-то такой уютной домашней гостиницы, чтобы люди не чувствовали, что они находятся в каких-то казенных стенах. Из-за пандемии конкретные сроки строительства в правительстве пока не называют. Коллектив хосписа надеется, что с миру по нитке при помощи властей сможет набрать нужную сумму для появления долгожданных стен. Резюмируя наш сегодняшний разговор, возвращаясь к теме «Своих не бросаем», коротко, да, Ольга, все-таки вы с оптимизмом смотрите вот в пост-короны будущее? Я смотрю, что нужно будет подвести итоги очень хорошо, проанализировать полностью ситуацию. И чтобы идти дальше. С медицинской точки зрения или с общественно-социальной? С общественно-социальной, во взаимодействии с органами исполнительной власти, со всеми министерствами. Я говорю, что, находясь внутри, много чего увидели мы. Это такая встряска была, да? Да, хорошая. Поэтому теперь это нужно как-то приводить все в порядок, чтобы это работало системно. И помочь в этом можем мы, общественники, что где что... Настоящие общественники, да? Что увидели мы и как можно изменить. Потому что мы увидели... В какой-то момент что именно нужно изменить? Именно? Ну вот смотрите, опять же, касаемо детишек-инвалидов. Вот сейчас сказал это, но мы даже выявили то, что некоторые, у нас много очень детей-инвалидов охвачено, даже благотворительной помощью, общественными организациями. Некоторые из 4 из 5 организаций получают помощь. Вот. И большой спектр детишек вообще никем не охвачен. Это, опять же, вопросы к нам, к общественникам. То есть всегда легко работать только с одними и теми же. Мы
необходимо, конечно же, расширять. И в то же время, когда мы начали собирать информацию, ни у кого вот полной базы нет. Очень много пришлось дособирать, много не включено. И вот это вот здесь уже во взаимодействии совместно нужно, с социальными работниками. Конечно же, да. Спасибо. Я понял, что у нас есть абсолютно закрытое медицинское сообщество, которое вскрылось в этой ситуации, и они тоже нуждаются в нашем внимании. Это отдельная, видимо, тема, отдельная передача. Но я в этой связи вижу, что на примере организации волонтеров-медиков, с которыми они очень активно взаимодействовал, я вижу, что есть большое будущее нашей медицины, и это самое лучшее, это соль земли. Общественное движение, как бы раньше, было формализовано во многом. Вот поможет ли придать искренности и настоящести вот эта вот встряска, которая сейчас произошла? Именно об этом идет речь. В общем, я прекрасно помню, как я сам входил в эту ситуацию, не веря, что такое на глобальном уровне. Это середина марта, И я увидел, где-то до середины апреля очень многие люди, которые в обычной жизни заявляют о себе как активисты, и как общественники, как волонтерах, они просто упали на дно. Их просто не видно и не слышно было, за что им огромное спасибо. Мы избавились от большого пласта ненужной возни с людьми, которые требуют внимания к себе. У нас 5000 каких-то организаций общественных. Мы полумертвых? Просто не то, что полумертвых, а они имитационного, назывного характера. Кто-то когда-то что-то зарегистрировал, назвался общественником. А сейчас мы увидели, что есть живые, формальные, неформальные организации, которые не ждут, пока их там соберут на съезд или выделят там грант, или кто-то там кадилом помашет рядом с ними. Они с места в карьер делают важные, нужные дела. Они есть, и это очень вдохновляет. Это главный вывод. Да. Лилия, пожалуйста. Я думаю, в любой ситуации нужно быть информационно открытыми, быть подготовлены к этой ситуации. И властям, и волонтерским движением нужно быть открытыми, в первую очередь, со средствами массовой информации. Если бы в свое время были более жестко проявлены какие-то меры, если бы более открыто средства массовой информации рассказывали бы и медики о ситуации внутри их сообществ, о том, как действительно болеют пациенты, и чего не хватает, и где взять маски, и в конце концов, как их шить маски, может быть, нужно было бы показывать по центральным каналам, быть может, вот такого огромного количества больных не было бы. И, наверное, может быть, мы могли бы и избежать ситуации с уехавшими туристами, если бы мы вовремя достучались до них, да? И так далее. Есть, чтобы мы и вахтовиков можно было раньше привезти, и туристов можно было не выпускать, и волонтерское движение, слава богу, единственное, кто был реально подготовлен к этой, я бы сказала, войне. Я думаю, что главный вывод, что у нас есть 5000 некоммерческих организаций, многие из которых действительно мертвые, есть 5000 живых волонтеров. Есть достаточно мощное волонтерское движение неравнодушных людей, которые в минуту этой опасности, они пришли на помощь другим людям. И мне кажется, что это наш очень большой актив. Мы должны обязательно принять закон о страховании волонтеров. И мы этим будем сейчас заниматься. Мы проведем обязательно Евразийский форум волонтеров. И мне кажется, вот этот актив этих людей надо действительно сейчас взять на карандаш. Это может стать для них каким-то социальным лифтом? Я думаю, да. Несомненно. В хорошем смысле. Да, и общественная палата здесь таким лифтом может быть. И эти люди могут на уровне муниципалитетов себя проявить. Эти люди себя уже показали, их уже видно. Александр Толстых, Оскар Лютов, ребята Александр Онищенко, которые или заболели, или в принципе работали 24/7, это те люди, которых знают уже в республике, и это те люди, которые посвятили свою жизнь, март, апрель, май, именно помощи другим людям. И их нужно, их нужно поддержать. И я думаю, что это будет правильно. Понятно. Уважаемые гости, большое вам спасибо за то, что пришли, и за предметный, конструктивный и честный разговор. Спасибо большое. До свидания. Руслан, но
зацепила меня фраза, что были такие люди, которые до коронавируса говорили о себе как и заявляли, как об общественниках, да, пользу они приносят, а в кризис слились, нету их. Слушай, ну что удивляться-то, они всегда были, есть и будут показушники и карьеристы, на самом деле, да. Вот, ну, мы об этом говорили уже не раз, что вот этот коронакризис, он показал настоящее лицо, ну, очень многих людей. Знаешь, меня обрадовало, что ребята и особо активных волонтеров их заметили, и, возможно, им предложат какие-то посты, допустим, в госслужбе, и это послужит это как социальный лифт такой, да? Социальным лифтом, да, это мне порадовало. Но все-таки не надо забывать, что добровольцы – это лишь дополнение к государственным функциям, дополнение, чтобы все это в итоге не превратилось в какую-то принудиловку, знаешь, вот как вот эти пресловутые студенты на пресловутой картошке, через которую мы все прошли. Ведь студенты – это тоже волонтеры. Да-да, чтобы мы не наступали на так называемые исторические грабли. Тебе вот слово. Именно, да, вот именно. Чего будут стоить 1000 слов, когда важна будет крепость руки? Честно говоря, коронакризис многое ставит на свои места и возвращает нам цену реальных вещей. Когда один добросовестный волонтер нужнее дюжины диванных критиков. Вся эта катавасия с вирусом как проверка на вшивость и для каждого в отдельности, и для всей системы в целом. И несмотря на весь цинизм эпохи, вечные ценности, оказывается, никуда не делись. Совесть, самоотверженность и сострадание. Своих не бросаем. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.